Я Тумсо Абдурахманов, чеченский блогер, и мне объявила кровную месть вся кадыровская власть. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сейчас я вам расскажу, как сделать прописку в Польше. Затем Кадыров собрал всех журналистов в республике и... Я родился в обычной семье. Отец был ранен в 1994 году, и уже будучи больным, он не мог кормить нас полноценно. И этот период и в плане материальном для нашей семьи, и в плане социальном в целом для нашей республики, это был очень тяжелый период. Тогда брали все, что можно только продать, мы все продавали. Это могли быть щенята какой-нибудь дворняжки, которых мы выдавали за щенков кавказской овчарки, потому что когда щенки маленькие, они все пушистые и красивые. Это могли быть котята, это могли быть водосточные трубы, которые тогда перед войной пользовались большим спросом. Их ставили на буржуйки и делали дымоотвод, когда уже отключили газ. Мы это все собирали, несли на рынок, продавали, и на эти деньги обычно играли в компьютеры. То есть это было такое увлечение. Разумеется, я, будучи подростком, я боялся войны. Это все, я никогда не забуду, какой страх вселялся в сердце, когда слышал самолет. Это было такое чувство, когда ты не знаешь, куда он долбанет, куда упадет эта бомба, и это страшно. Я вообще никогда не принимал участие в боевых действиях. Я не мог этого делать физически, потому что я был мал. То есть я не участвовал в войне не из-за того, что я считал это неправильным. Я наоборот считаю долгом каждого человека выходить на войну, если враг приходит на его землю. Я ни в коем случае не оправдываю, а наоборот осуждаю Беслан. Я понимаю, что это была великая ошибка и преступление, на которое пошел Басаев. И мы должны вернуться к нормальному диалогу с Россией, то есть будучи партнерами, соседями, иметь нормальные отношения. Я не за плохие отношения с Россией, я искренне желаю, чтобы они у нас были нормальные, чтобы мы все признали свои ошибки, признали свои преступления. Те люди, которые обвиняют меня в том, что я начал критиковать власть только когда я уехал, они абсолютно правы. Я действительно начал критиковать власть тогда, когда у меня появилась такая возможность. А возможность может появиться только когда ты уезжаешь. Наших детей привозят мертвыми, и нас заставляют их закапывать во мраке ночи. И мы их закапываем, и после этого молчим дальше. Молчим и живем, как будто ничего не случилось. 20 с лишним лет, 30 лет воспитываем этого ребенка, потом хороним его, даже не хороним, закапываем ночью. Закапываем и живем дальше. Разумеется, это результат огромной тирании, страшной тирании. Конечно, люди запуганы, люди вынуждены это терпеть. 4 ноября 2015 года случайно на одной из улиц города Грозного пересекся с Исламом Кадыровым. Меня забрали, посадили там в машину сопровождения, и мы уехали в правительственный комплекс. Несколько часов находился там, у них в плену. Затем был отпущен с условиями, что не буду стричь бороду до нашей следующей встречи. Я не должен был рассказывать кому-либо о содержании нашего разговора. И никому, кроме своей семьи, я не должен был говорить даже, кто меня похищал. И вот 7 ноября, второй раз, видимо, он в этот день вернулся с Москвы и сразу приехал ко мне домой, вызвал меня по телефону. Поехали обратно в этот же дом, в этот же комплекс правительственный. Разговор сразу пошел в обвинительном тоне. Ислам Кадыров сказал, это значит мой задержанный, он
на 80% салафит, это вот тоже цитата его. Я не знаю, как он вычитывал эти проценты, я понятия не имею, как у них работает эта логика. И таких, как он, у нас здесь много, он их знает. На следующую встречу ты должен будешь прийти со всеми вот этими своими, значит, членами своей этой партии. Я понимал, что мне нужно будет абсолютно ни в чем не повинных людей привести и сказать, что вот они являются там какой-то членами какой-то секты. Это была такая главная мотивационная причина, по которой я принял решение уехать. И с этого момента начались мои вот эти вот приключения диссидента, беженца за пределами Чечни. Больше всего просмотров у меня на ролике с переговорами с лордом. То есть первая часть моих переговоров с лордом набрала 2 миллиона 765 тысяч просмотров. Первый звонок лорда Магомеда Даудова в прошлом году, в конце августа, он для меня был полной неожиданностью. Весь наш разговор, который у нас тогда состоялся с Даудовым, он транслировался в Ютубе. Но кровную месть он мне в этом разговоре не объявил. За те мои слова в диспуте с Шевченко, что я презираю память Ахмата Кадырова, он объявил мне вот эту кровную месть. Вы сказали, он был муфтием. Когда он был муфтием, он призывал к джихаду против вашей страны. Тогда он На момент начала Второй войны кем был Ахмат? А когда он был в начале Второй войны, он был никем. Он был предателем чеченского народа. Он был приговорен к Вы смерти. оскорбляете его память. На объявление кровной мести я отреагировал спокойно, но со всей серьезностью. Я понимаю, что Даудов это тот человек, который имеет возможности осуществить задуманное. То есть свои угрозы осуществить у него возможности есть. У них сегодня, к сожалению, есть большие возможности. И после объявления этой кровной мести желающих ее исполнить прибавилось, конечно, их стало очень много. То есть тех людей, которые для того, чтобы выслужиться перед ними и получить какие-то привилегии, они с удовольствием исполнят эти его угрозы. В Европе очень много чеченцев, и, конечно, бывает такое, что просто на улице узнают, подходят, как-то пытаюсь сделать так, чтобы меня на улице не узнавали. То есть, когда я, например, передвигаюсь там или куда-то иду, то я как-то пытаюсь там скрыть свое лицо, одеть капюшон, чтобы меня не так легко было узнать. Возможно, что они меня найдут, и возможно, что они меня убьют. Но страха я перед ними все равно не испытываю. Моего родного дядю, брата моего отца, старого человека, и двух моих двоюродных дядей, тоже по отцовской линии, их заставили в пятницу в мечети в станице Ищорской отказаться от меня и произнести, значит, слова, что они в случае моего убийства они не будут мстить. То есть они как бы дали разрешение на мое устранение. Быть врагом Кадырова это опасно. Это находиться постоянно в опасности, постоянно заботиться о своей безопасности, думать об этом, не доверять никому. Самая большая проблема – это видеть в каждом человеке потенциально опасного агента кадыровского. Но быть врагом Кадырова и при этом еще не иметь защиты в европейской стране, когда еще и европейская страна видит в тебе угрозу, это вдвойне сложно. Приходится защищаться не только от одного Кадырова,
но и постоянно думать о том, что европейская власть может тебя отдать им в руки. И это вот вдвойне сложно. Когда ты слышишь о тех, кто выехал еще в 2000-х в начале и умер здесь, и кого-то хоронят здесь, кого-то отправляют домой. И вот когда вот эти вот вещи ты слышишь, ты все чаще задумываешься, не постигнет ли и тебя то же самое, не встретишь ли ты здесь свою смерть. Но я надеюсь и верю, что я вернусь домой, если будет на то воля Всевышнего.